Ингушские участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской электростанции в очередную годовщину отдают дань уважения погибшим товарищам. Прошло ровно 35 лет со дня крупнейшей техногенной катастрофы в истории человечества. Но вспоминать дни борьбы с невидимым и опасным врагом им до сих пор тяжело. Ибрагим Арчаков оказался в зоне отчуждения со служивцами через 4 дня после взрыва. Провел там 5 месяцев. Ему на тот момент было 20 лет. продукт питания حقه ورثه كيير خلاته части حقه سجر يخ Чернобыль حقه عجز обеспечение خلدي خل خيرز بالله جايش أنا تم قدروا سكشين قيتر بخنا حما لورلج مير لورول حما دواتش مجا قيت جيت سوج خن خير رديات يا جا خل لزرج دوق حماش دو اون عادي دوق لزرج بوج بين متجمي. Ночь на 26 апреля 1986 года в четвертом блоке станции проводились испытания турбогенератора. В 1:23 на энергоблоке произошел взрыв, вспыхнул пожар. Реактор был разрушен полностью, а в окружающую среду попало колоссальное количество радиоактивных веществ. В Чернобыль было направлено более 500 тысяч ликвидаторов и более 200 миллиардов долларов на ликвидацию последствий. Эвакуировано свыше 115 тысяч жителей. Спустя десятилетия ученые пришли к выводу, что от радиационного облучения в результате аварии могло погибнуть в общей сложности более 4000 человек. Атомная чума 1986 года до сих пор продолжает забирать жизни людей. تيجي عدا اختادي إيقاع تكون حغز شيء أنا واقع بقدر يا شيء شغل غاي شنو شوية شيء سيلي ورد تقول سنواتي قش كمان نخبر إنه في أو كوكازي حدوي بلشاري تقول ياسق ورد واصل رابرت جزائر بعد عدا تقول دول رياكتر حتى ماشين حلا يكون نقبر يمو إذا مو ماشين حلا ونقبر رياكتر يا تبرف دول رياكتر يعني جلدون يقبلوا وقتك شعار. تاني أبخديم تزعت عليه هم خدر خدعت إزديج. زب شو جي سوش تاني جلس نروي ويس كان سوغان أستني دي ريكورد أستني دي سوغان газеты دي غادر تخو. Память погибших в страшной трагедии на Чернобыльской АЭС и тех, кто заплатил своим здоровьем за ликвидацию ее последствий, увековечена на мемориале памяти и славы Ингушетии. Этот памятник установили в 2016 году. Его открытие приурочили 30-летию со дня аварии в Чернобыле. Большую роль в этом сыграли и ингушские чернобыльцы. Каждый из них внес свой посильный вклад в строительство монумента. О самоотверженности ликвидаторов катастрофы этот памятник напоминает и подрастающему поколению. Почтили их память сегодня и школьники сельского поселения Яндари. Трагедия чернобыльского горя осталась в душах множества людей. Герои устранили клубни дыма бесстрашно, чтобы спасти всех поскорей. Ликвидаторов из нашей республики было порядка 200 человек. Еще около 500 находились в 30 километрах от взрыва в зоне отчуждения. За тех, кто не дожил до очередной годовщины катастрофы на Чернобыльской АЭС, члены Союза чернобыльцев читают дуа. Правительство региона старается всячески оказать помощь ликвидаторам аварии. Для них предусмотрены различные льготы, бесплатное лечение в ряде учреждений, путевки в санатории и не только. Одного из основателей Союза чернобыльцев Бимбулата Китиева Махмуд Али Калиматов наградил медалью 250-летия со дня единения Ингушетии с Россией. Также 1 января этого года глава региона подписал закон об освобождении от транспортного налога граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы в Чернобыле. Планируют я памятник хадер дамышдарер. Глобальный лятта уже вопрос. Есть закон по транспорту. Дагу мелдожда хамана. Я думаю, вы кваду хадир диш хамуд садас багдar яуч. Магасан кышты парча закон ардя хамцулу школе. Стабильно отдыхать диводер воз. По мере возможности лекарственное обеспечение от Министерства здравоохранения.
К 35-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС министр МЧС России Евгений Зиничев наградил медалями за пропаганду спасательного дела ингушских участников ликвидации последствий катастрофы Умара Умарова и Султана Чербижева. Безвозвратно нанесенный вред здоровью, нарушенный привычный уклад жизни. Это трагическое событие затронуло жизни миллионов людей. Масштаб последствий инцидента на ЧАЭС даже спустя 35 лет в полной мере не оценен. Диана Дударова, Магомед Белакиев, Новости 24.